Салам алейкум. Гутен Абенд. Витаю вас. Шалом алейхим. Сегодня у нас очередной стрим. Сейчас, друзья, тут я настрою технику, так сказать. Сегодня 30 ноября 2025 года. Извиняюсь за опоздание. 18 часов 4 минуты по Берлину. 20 часов 4 минуты по городу Джохару. Я вас всех приветствую. Стрим у нас снова на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не распространяйте ссылку на наш стрим, не ставьте, не пишите комментарии, чтобы вас нельзя было никак идентифицировать, друзья. Так, на сегодняшний свой стрим я посвящаю Германии. И он называется «Германия на пороге бури. Антииммигрантские настроения меняют страну навсегда», вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Шалом, дорогой брат Эд. Шалом всем свободным людям. Салам, брат. Давайте об этом и многом другом поговорим. События у нас разворачиваются тут стремительно. И пока вы все собираетесь, тот, кто не успеет к началу, например, в ТикТок, может зайти и потом посмотреть наш стрим в YouTube по записи. Рассказать я вам хотел бы об одной партии, которая известна и набирает популярность. Альтернатива для Германии. Альтернатива für Deutschland. Это будет очень интересно. Ичкерия, Баркал. Альтернатива для Германии. Альтернатива für Deutschland. АФД сокращенно. Либо по-русски АДГ. Тюарем, Баркал, тюарем. Это правая популистская партия, основанная в 2013 году как евроскептическая альтернатива Христианско-демократическому союзу Ангелы Меркель. Изначально АФД фокусировалась на критике политики еврозоны и спасении Греции, но после миграционного кризиса в 2015 году радикализировалась. Приняв националистическую, антииммигрантскую и исламофобскую платформу, сегодня АФД классифицируется как крайне правая с элементами вölkisch-национализма, этнического национализма, правого популизма и национального консерватизма. По данным Федерального ведомства по охране Конституции, АФД подтвержденная крайне правая экстремистская организация, что позволяет спецслужбам усиливать мониторинг. Партия имеет около 70 тысяч членов по состоянию на 2025 год и сильную поддержку в восточных землях Германии, бывшей ГДР, где набирает до 30-33% голосов в региональных выборах. Лидеры – сопредседатель Алиса Вайдель, экономист, открыто лесбиянка, фиксируется на экономике и миграции, и Тина Хрупалла из Восточной Германии, акцент на региональные проблемы. Ключевые фигуры – Бьорн Хёкке, лидер в Тюрингии, известен радикальными заявлениями о Холокосте, то есть убийство евреев. История и идеология. Основана, как сказал, в 2013-2015 годах. Партия возникла из протеста против спасения Греции в еврокризисе. Основатели Бьорн Луке, Александр Гауланд и другие экс-члены ЦДУ изначально умеренная с либерально-экономическим уклоном.
Радикализация с 2015 по настоящее время. Миграционный кризис стал поворотным. АФД набрала 12,6% на федеральных выборах 2017 года, войдя в Бундестаг как третья сила. В 2021 году 10,4%, пятая. В 2025 году рекордные 20,8%. Второе место после ЦДУ, став главной оппозицией. Евроскептицизм, выход из еврозоны и реформа, жесткая антимиграционная политика, депортация мигрантов, включая граждан Германии, критика НАТО и зеленой энергетики, национализм. Партия отрицает климатический кризис как идеологию и выступает за традиционные ценности. Обратите внимание, что Алис Вайдель является открытой лесбиянкой. И они выступают за традиционные ценности. Вообще ее называют такой матерой оппортунисткой. То есть абсолютно без каких-либо принципов и каких-то догм и правил. За любой кипиш, так сказать. Ее в политической среде называют. В 2025 году программа расширилась до 95 страниц, включая экономику, внешнюю политику и социальные вопросы. АФД представлена в 14 из 16 земельных парламентов и Европарламенте, 15,9 в 2024 году. Однако Брандмауэр, огненная стена, негласный запрет коалиции с АФД сохраняется. У АФД появилось новое политическое крыло вместо старого. Вот давайте, это такой боевой отряд АФД. Молодежное крыло АФД – ключевой инструмент радикализации партии, ориентированный на 14-35 лет. Юнге Альтернатив, молодая альтернатива для Германии, основана в 2013 году как де-факто молодежка АФД. Официально признана в 2015 году. Юнге Альтернатива была признана БФФ по защите Конституции, это спецслужба, подтвержденной крайне правоэкстремистской в 2023 году из-за связей с идентиаристами, неонацистами и террористическими группами, например, саксонские сепаратисты. Скандалы, антифеминистские кампании, приглашение правых политиков, Нигель Фараж, экстремистские заявления. В январе 2025 года АФД решила заменить Юнге Альтернативы для большего контроля и избежания запрета. Юнге Альтернатива самораспустилась 31 марта 2025 года. Генерация Deutschland, новая Generation Deutschland, это поколение Германии, это новая молодежная организация, которая возникла вместо молодые альтернативы для Германии, то есть Юнге Альтернативы. Основана 29-30 ноября, то есть вчера-сегодня, в Гиссене на учредительном съезде с 800 плюс участниками. Руководитель 28-летний Жан-Паскаль Хом из Бранденбурга с радикальным прошлым, включая стажировку в экстремистских группах. Generation Deutschland тесно интегрирована в АФД до 36 лет с уставом, запрещающим противоречить партийной линии. Цели продвижения АФД, борьба с левым экстремизмом. Эксперты ожидают такой же радикальности, как у предыдущей. Съезд омрачили протесты. 25 тысяч человек, столкновения с полицией, задержки. Сегодня проходил этот съезд, сегодня, вчера. И в это время более 25 тысяч человек вышли против вот этой молодежной организации, вновь формируемой, и против самой АФД.
АФД вызывает массовые протесты из-за экстремизма. Ключевые волны. 2024 год. После расследования корректив о секретной встрече в Потсдаме, ноябрь 2023 года, где АФД обсуждала ремиграцион, массовые депортации, включая граждан. Вспыхнули протесты в более 100 городах. В Гамбурге 180 тысяч вышло человек. Требования: запрет АФД, защита демократии. Протесты осудили Siemens, Evonik и другие компании. Еврейские организации отметили восстановление веры в демократию. 2025 год. Перед досрочными выборами февраль. Новая волна. В Берлине в феврале 160 тысяч против сговора ЦДУ и АФД по миграции. В Мюнхене 250 тысяч. В мае 4 тысячи, от 4 тысяч до 7,5 тысяч в Берлине за запрет после классификации БФВ по защите конституционного строя. Более 25 тысяч в Гиссене вышли против вот этой молодежной организации с блокадами, перекрытием дорог, перцовым газом и водометами. АФД называют протесты недемократичными и левым экстремизмом. 48% за запрет АФД, 61% считают ее экстремистской. И я бы тут добавил от себя свое мнение. Я общаюсь очень с разными людьми, именно людьми, которые работают, на стройках работают, таким с рабочим классом, так сказать, с немцами. И могу сказать, что практически все эти люди поддерживают АФД. Немцы, коренные немцы, которые можно их отнести к рабочему классу, они все поддерживают. Я практически, ну может кто-то есть, я просто с многими общался, практически все 100% они поддерживают АФД. И это, конечно, не полный такой социальный анализ всего происходящего, но и опрос, но вот так лично мой опыт. Связи с Россией. АФД балансирует между пророссийскими и прозападными, про-Трамп элементами, что вызывает обвинения в шпионаже. Традиционно пророссийская поддержка Северного потока, критика НАТО, бойкот Зеленского. Члены Ойген Шмидт и Вальдемар Херд имеют связи с ФСБ через Амрам Петросян. Об этом пишет Википедия. Также в 2023 году было выявлено финансирование от российской Международного агентства текущей политики. 2025 год. Обвинение в шпионаже. ФСБ запрашивает данные об инфраструктуре, армия, дроны, якобы для Москвы. Министр Лаутербах назвал изменой. Об этом сообщал euronews.com. Делегация АФД посетила Россию в ноябре 2025 года. Вайдель. Мы единственные, кто может вести диалог с Россией. Поддержка среди русскоязычных немцев растет из-за дружественной риторики. Поддержка США и связь с США. Сдвиг в 2025 году. Альянс с МАГА Трамп. Илон Маск поддерживает АФД на X. Распространяет дезинформацию. Вайдель строит связи с Трампом. АФД видит США как партнера в экономике и технологиях, но критикует гегемонию. Пророссийское крыло Хрупало против проамериканского Вайдель. 2025 год. АФД обвиняют в двухсторонней игре. Россия и Трамп как спасители. Так. Скандалы и споры. АФД полна контроверсий, усиливающих призывы к запрету. Антисемитизм и Холокост.
Хёке назвал мемориал Холокоста памятником позора в 2017 году. Гауланд – нацистский период птичьим пометом в истории. Вайдель в 2025 году культура памяти, культ вины, используемый против АФД. Ассистент Максима Краха осужден за шпионаж за Китай в 2025 году. Крах получил деньги от России и Китая. Петр Бистрон 20 тысяч евро за пропаганду. Britannica.com об этом сообщает. Крах защищал СС в 2025 году, за что исключен, но возвращен после выборов. TheGuardian.com об этом сообщает. Ремиграция и флайеры. Билеты на депортацию в Карлсруэ. Встреча в Потсдаме. Планы по депортации граждан, в том числе граждан Германии, иностранцев. Вандализм против украинских авто в 2023 году. Антимусульманская риторика. АФД подала в суд на БВФ за политическую мотивацию. Об этом сообщает Reuters.com. АФД феномен. От ниши к 20,8% в 2025 году, но изолирована Брандмауэром. Ее рост – реакция на миграцию, экономику и недоверие элитам, особенно на Востоке. В 2026 выборы в землях, где АФД может взять большинство. Критики видят угрозу демократии, сторонники – голос народа. Партия подает в суд на запрет, но БФВ усиливает слежку. Связи с Россией и США добавляют геополитический драматизм. АФД меняет Германию, но рискует самоуничтожением от внутренних разломов и скандалов. Давайте, в принципе, основное все перечислил, что здесь нужно было сказать. Очень интересная ситуация складывается. Я вот про главных двоих людей, которые были обвинены в связях с ФСБ через Амрам Петросян, хотел бы вот о этих двух людях рассказать. Один из них член АФД Ойген Шмидт, то есть Евгений Шмидт, и Вальдемар Херд. Вальдемаром обычно здесь Владимира называют. Меняют фамилию, как и Евгений на Ойгена и Вальдемар на Владимир. Упомянуто, также стоит отметить, что человек, который взорвал футбольную команду Дортмунд-Боруссия, выходит из Челябинска, тоже имел русские корни, выходит из Челябинска. Упомянутые в запросе связи – это часть более широкой картины пророссийских контактов партии «Альтернатива для Германии», которые расследуются немецкими и международными СМИ как потенциальное влияние Кремля на европейскую политику. Ойген Шмидт и Вальдемар Харт – оба члены АФД с русскоязычными корнями, родом из бывшего СССР. Неоднократно обвинялись в тесных контактах с российскими структурами, включая... Ключевой фигурой здесь выступает Амрам Петросян, российский лоббист армянского происхождения, ассоциированный с ФСБ. Эти связи включают личные встречи, совместные проекты и пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение интересов Москвы, такие как признание аннексии Крыма и отмену санкций ЕС. Информация основана на расследовании Der Spiegel, The Insider, Корректив и организации Crime and Corruption Reporting Project и других источников. Организит. АФД и фигуранты отрицают шпионаж, называя обвинения политической кампанией. Ойген Шмидт родился в 1975 году в Усть-Каменогорске, Казахская ССР. Депутат Бундестага от АФД с 2021 года по 2025 год. Специалист по цифровым вопросам и уполномоченный по делам русскоязычных немцев во фракции АФД.
Он известен пророссийской позицией. Выступал в российских госсми, например, на «Россия-1» в 2023 году, где отрицал угрозу России для мира. Посещал оккупированный Крым в 2018 году и продвигал нарративы о нацистах в Украине. Шмидт – ключевой канал влияния на русскоязычную диаспору в Германии. Связи с ФСБ через Владимира Сергиенко. Основной скандал разгорелся в феврале 2024 года. Сотрудник Шмидт Вальдемар Сергиенко, пророссийский активист, переводчик и медиаспециалист в его офисе, имел прямые контакты с полковником ФСБ Ильей Вачтамовым или Вечтамовым. Пятый отдел ФСБ, отвечающий за внешние операции и влияние на Европу. Согласно утечкам чатов из телефонных данных, расследовано Der Spiegel и The Insider, Сергиенко общался с Вечтамов с 2022 года. Координация судебных исков Германии против поставок оружия Украине, включая конституционную жалобу Карлсруэ, поданную АФД в 2023 году. Запросы на финансирование. Сергиенко якобы просил деньги у ФСБ для кампании с АФД депутатами против санкций. Сергиенко получил российский паспорт в 2022 году. До этого Вачтамов рекрутировал его для операции по Украине. Сергиенко ездил в Россию неоднократно в 2023 году. Таможня Германии нашла у него 9 тысяч евро наличными после поездок. Западные спецслужбы, включая БФВ, Федеральное ведомство по охране Конституции, отслеживало его как агента влияния. Шмидт уволил Сергиенко в 2024 году, но заявил, это безосновательные обвинения, я не комментирую. ФСБ подтверждает контакты через данные о звонках Вечтаморов с другими офицерами. Связь Амрам Петросян. Петросян, посредник. В 2019-2021 годах он встречался со Шмидт в контексте русскоязычных сетей. АФД. Петросян – основатель Фонда развития современной дипломатии. Связано с ФСБ по данным украинских расследований. Продвигал пророссийские нарративы. Шмидт участвовал в проектах Петросян по диалогу с Россией, включая визиты в Крым. В 2024 году министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер назвала это угрозой демократии. БФВ усилила мониторинг АФД как экстремистской из-за таких связей. Вальдемар Херд родился в 1962 году в Джетикаринском районе Казахской ССР. Экс-депутат Бундестага от АФД в 2017-2021 годах. Член группы по Сирии проасадовской и координационного центра русскоязычных немцев. Он евангелист и националист, продвигающий АФД среди диаспоры. Херд известен визитами в Крым в 2019 году, несмотря на запрет Украины, отрицанием оккупации и выступлением на российских ТВ-шоу у Соловьева и Скобеевой. Петросян, дорогой друг Херд, по фото и переписке. В 2021 году Херд пригласил Петросяна в Бундестаг как эксперта по правам человека. Экспертный совет межпарламентской комиссии АФД. Петросян по расследованию «Корректив» 2023 года и украинского YouTube-канала «Телебачение Торонто» в 2023 году. Агент ФСБ. Его фонд проникнут офицерами 5-го отдела, включая Вакалов или Факалов. Совместные фото и встречи. В 2019-2021 году обсуждали отмену санкций и признание Крыма. Петросян координировал народную дипломатию для АФД, включая поездки в Москву. Херд ездил более 10 раз в 2017-2018 году. Херд вышел из АФД в феврале 2024 года, но усилил пророссийскую активность, основал Рисофилен Бевегунг,
Сергеем Лавровым, март 2023 год, продвигает цели Кремля анти-НАТО протесты. Украинские источники с утечками переписки связывают Петросяна с Виктором Медведчуком, куратором ФСБ в Украине. Херд отрицает: я не знал о ФСБ, это на лбу не написано. Но БФВ отмечает его как ключевого распространителя пропаганды. Херд в сети Russian House в Берлине, пророссийский центр АФД связями, он сотрудничал с Юнген Эльсазер, компакт, журнал пророссийский, и посещал Ялтинский форум в 2018-2019 году. Ну и так далее, и так далее. Здесь много что на эту тему связано. Можно уже... И это все из открытых источников. Я ссылки вам приводил. Эти связи не изолированы. АФД, особенно восточное крыло, ключевой союзник России в ЕС. Шмидт и Херд — примеры агентов влияния среди русскоязычных. Диаспора, 3 миллиона человек в Германии проживает, 20-30% голосуют за АФД. ФСБ использует Петросяна как мост для вербовки через фонды поездки. В 2024-2025 годах усиление расследования классифицировано АФД экстремистской, и протесты, судебные иски АФД против клеветы эксперты видят угрозу. Это подрывает санкции и НАТО. АФД отвечает: русофобия Запада. Для полной картины рекомендую вам прочитать отчеты Der Spiegel 2024 года. Вот такая вот интересная у нас партия здесь в Германии находится. Давайте посмотрим ваши комментарии, и потом можно будет обсудить. Давайте об этом и об основном поговорим, друзья. Так, всех, друзья, приветствую. Алейкум салам. Так, добрый вечер, шалом. Аслан, что думаешь о Каспарове? Он много что сказал правильно, но я в нем сомневаюсь. Что ты думаешь? Я думаю, Эд, да, правильно они все говорят. Правильно все говорят. Но, знаешь, очень как-то странно, что его Каспаров, Ходорковский, тогда он у них, ну, главный был на вот этом Вильнюсском форуме, «Свободная Россия», да, по-моему, у них тогда назывался. Поэтому не знаю, что о нем думать. Так-то, ну что говорит? Ну, гремит, сотрясает воздух, говорит, что НАТО — это ерунда, там надо помочь Украине, там очень мощно говорит. А где он был все это время? У него влияние было, у него связи были и в мире, и в России. Почему он никогда не говорил об этом? А теперь резко, теперь все оживились, и должно теперь НАТО воевать, освобождать Россию, освобождать для Каспарова, для Ходорковского посты должны натовцы, наверное, так получается. Не знаю, мне кажется, все россияне, которые все это время получали привилегии, пользу от России, от Путина, они в первых рядах должны садиться в тюрьмы, биться, свергать, там, проводить какие-то там акции против вот этой фашистской власти. Они ее легитимизировали, они ее поддерживали, они ее признавали. И теперь сейчас должны теперь уже за них опять кто-то что-то делать. Россияне сами должны делать. Вот что я думаю. Но если Каспаров искренним в своих намерениях, что тоже, да, человек может меняться, приходить к каким-то там умозаключениям. Если он меняется и признает свободную независимую Чеченскую республику Ичкерия в лице нашей законной власти, а не симулякров, которых нам постоянно подсовывают, то никаких вопросов у меня тогда по Каспарову нет. В принципе, пусть действует. Да. Как-то так. Так, Шамилю, алейкум ассалам, витаю, бавонятка. Аслан, как ты думаешь, в Украине начнут массово зачищать агентуру
начнут массово чистить страну от агентов фашистской Российской Федерации КГБ. Эд, хотел о другом, конечно, поговорить, но я, знаешь, что тебе скажу? Если снятие Ермака — это единственный успех у Зеленского, и вот то, что они сейчас там занимаются вот этой своей вроде зачисткой, то это ничего не поменяет. Конечно же, нужно всех зачищать, всех. И для меня первым признаком, первым сигналом будет то, что люди, представляющие, говорящие о чеченцах, от чеченцев, за чеченцев, они оттуда будут либо выдворены, либо больше не будет никакая площадка предоставляться разными там подаляками и там их каналами. Для меня это будет показатель. Пока этого не происходит, я не верю, что там какая-то зачистка произошла, снятие какого-то Ермака одного. Ну и что? Ну, сняли Ермака. Таких Ермаков можно 10 на его место поставить. Поэтому, если не будет этой зачистки от агентов фашистской Российской Федерации КГБ, то все это ерунда полная. Абсолютно полная. И мой индикатор, и я вам всем говорю, не потому что я чеченец, не потому что там хочу вам навязать там чеченский вопрос. Это самый главный индикатор, как для россиян внутри России, так и в Украине. В Украине подавляющее большинство населения поддерживает чеченцев, свободу, извинялись, и все как бы, ну просто извинялись. Абсолютно незнакомые люди в Facebook писали, когда узнавали, что чеченец там, простите, мы ошибались насчет вас. Но власть, которая прекрасно знает, что Закаев и его вот эта труппа, что эти люди абсолютно пророссийские. Мы-то об этом говорим, они же это слышат, они же это видят, читают. Некоторые пишут и благодарят, когда какие-нибудь хорошие вещи, там я про Зеленского напишу или скажу. И знаю, что высокопоставленные люди нас смотрят и читают. Кому нужно, те тоже смотрят и анализируют, что мы тут говорим и пишем. Но вот такой вот двойные стандарты такие происходят. И пока не будет там Аллы Дудаева и Ахьяда Идигова в Украине КГБ берет верх. Вот что я могу сказать. Так, вот здесь пропаганда российских провокаторов тоже запрещена. Свободу Ичкерии, антинегатив, спасибо, амин, амин. Так, давайте посмотрим. Алейкум салам, Албания, приветствую. Это план Мерца по очернению АФД, по-другому победить у него нет шансов. Артакский, Лениканский, вы в прошлый раз задавали этот вопрос. Сегодня Армения, Грузия объединиться там и так далее. Говорит, а почему вы, давайте я вам встречный вопрос задам, почему вы объединяетесь с Грузией? Почему вы не объединяетесь с Ичкерией? Почему вы не объединяетесь с Азербайджаном, с которым у вас вот конфликт только завершился? С чем это связано, Артакский? Вы что хотите сделать? Разделить Кавказ на христианский и мусульманский? Противопоставить хотите? Вы повторяете российские планы, вы осуществляете? Как раз я уже давно об этом говорю, пишу, что Россия пытается противопоставить Кавказ на мусульманский и христианский.
Вы хотите вот так разделить, получается, да? Так вы пособник русских фашистов, получается. А почему вы всех кавказцев не объедините? Почему у вас какой-то план свой особый? Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Так, чем дольше слушаю про АФД, да, тебе вообще не нужно слушать про АФД. Ты ничего не понял, что я тебе сказал. А я сейчас расскажу, что я. Салам, Асамбек, салам, Германикус, приветствую. Да, абсолютно верно это ты говоришь. Алла Дудаева не просто вдова Джохара Дудаева, это законно избранный депутат парламента. И в отличие от многих, продолжает открыто выступать за свободу и независимость нашей страны, за деоккупацию нашей страны. Когда некоторые боятся даже комментарий написать, Алла Дудаева ведет эту работу очень много и очень продуктивно, скажем так. Но им как бы хотелось бы, я уже давно замечаю, Аллу Дудаеву как-то там принизить, сказать, она всего лишь вдова там, и так далее, и так далее. Да, вдова, это не значит, что правильно, что если вдова, она не имеет права высказывать свое мнение. Но она еще и депутат. Она занимала определенные политические должности и вела эту работу, и продолжает. Так что им хотелось бы, да, чтобы Аллы Дудаева не было слышно. А также там рассказывают сказки, что там Аяда Идигова, там он занял председательский пост председателя парламента, потому что так Дудаев хотел. Я разговаривал с Аядом Идиговым, и он, не знаю, можно это или говорить или нет, но я скажу, он говорил, что Дудаев на самом деле был против, чтобы он занимал этот пост. И именно депутаты голосовали и избрали его. А Дудаев, наоборот, вот из-за таких вот вещей потом будут говорить, что я тебя там порекомендовал, или там я там настоял. Чтобы этого не было, Джохар Дудаев не хотел, чтобы он был председателем парламента. Но депутаты сами избрали его из своего числа и назначили его председателем парламента. Поэтому назначение к этому Дудаев, Джохар Дудаев не имел никакого отношения. Даже наоборот был против. Ну, давайте поговорим о ситуации в Германии. Смотрите, чеченцы, сейчас, вот смотрите, вот исходя из того, что я прочитал о альтернативе о Германии, могу сказать, что альтернатива для Германии, которая больше всего имеет поддержки в Восточной Германии, то есть бывшей ГДР, Россия, как известно, претендует на то, чтобы расколоть Германию и привлечь и отторгнуть Германию, привлечь ГДР на свою сторону, бывшую ГДР, была создана и продвигалась, на мой взгляд, финансировалась, как здесь я читал, вы это все слышали, поддерживалась Россией, финансировалась Россией. Как мы знаем, чтобы заниматься любой политической деятельностью, нужны деньги.
И эти деньги предоставляла Россия. И затем произошло вот такое вот странное изменение. И знаете, на самом деле здесь люди устали. От политики устали, которую ведут немецкие власти. Не верят никому. Немцам не нравится, это тоже как бы естественно и нормально, когда очень много мигрантов и люди недовольны. Нужно признать. Люди себя ведут очень по-разному. Группы есть бандиты, мафии есть целые. Ливанские, арабские, там разные мафии есть. Русская мафия есть. Полно просто, абсолютно полно разных вот этих всех группировок, бандитов и так далее. Наркотики, албанская мафия есть, одна из самых мощных в самой Европе, албанская мафия. И, люди, некоторые себя ведут, да, очень-очень, не только вот криминал, да, криминал-то, конечно, он и есть, но он, может быть, не так много занимает, его не на каждом углу видно, но много очень ведут себя, некорректно ведут себя. Потом происходят теракты исламистов разных. И это тоже очень сказывается на отношении людей. И так далее, и так далее. Есть здесь люди, их тоже хороший такой добротный процент, скажем так, которые настроены антиамерикански. Не хотят они, чтобы Америка влияла. Конечно же, пропаганда еще все это накручивает. Они хотят, чтобы Германия была независимой, чтобы ни Америка никак не влияла, ни Россия не влияла. Вот такой есть слой. И эта вся группа, масса людей была втянута АФД в свои ряды. Играя на чувствах. Есть здесь антисемитские разные наклонности. Да, об этом не принято говорить, но можно, даже от адвоката, я рассказывал как-то, можно услышать такие вещи. Хотя, может быть, это и была провокация с его стороны тогда. Вот эти вещи, что немцы виноваты. Что они виноваты за то, что было 100 лет назад, практически 80 лет назад. Вот они за это должны нести ответственность, что от этого мы устали. Нам нужна мощная армия, нам нужна сила и так далее, и так далее. Вот эти все вещи в немецком обществе, они есть. Это все присутствует. И многие устали от политики, которую вели вот эти партийные. Потом, знаете, вот эти разные либеральные, разные вот эти нетрадиционные ценности тоже очень не любят. Вот нам рассказывают, что на Западе нетрадиционные ценности их очень поддерживают. Нет, здесь предоставляются права всем, но далеко не все этим довольны. Особенно если это в школах преподают, говорят об этом. Очень много немцев этим недовольны. Понимаете? И в этом смысле есть добротная почва для людей, которые будут настаивать на том, чтобы должны быть традиционные ценности, семейные ценности, христианские ценности. Германия, по большей части, здесь 80 миллионов проживает немцев, которые, большая часть которых христиане. И вот это все вместе, я думаю, в Германии тоже очень много агентов фашистской Российской Федерации. Германия была разделена, и много осталось агентов, также недовольных, кто работать не хочет получать от фашистской Российской Федерации. Да, это абсолютно, я с тобой согласен. Да, и именно эта агентура, и партия была создана для раскола Германии. И сейчас и есть много-много другой стороны. Вот я вам сейчас рассказал про таких людей, но есть огромное количество за права человека, за демократию, за то, чтобы помогать Украине, что не против мигрантов. И любой здравомыслящий человек, даже тот, кто не против, и даже альтернатива для Германии, хоть она и говорит против мигрантов, на самом деле они говорят только против преступников,
которые незаконно здесь находятся, которые здесь пытаются принизить, унизить немцев, там ставят неуважение, проявляют. Ну, вот эти вещи, они всегда есть, это на бытовом уровне всегда присутствует, и здесь это тоже есть. Поэтому огромное количество людей против выступает, вот это их повестки АФД и так далее. И знаете, на мой взгляд, сегодняшняя вот эта Алиса Вайдель, которую называют оппортунисткой. Оппортунист, как я уже сказал, это человек, который не имеет четкой догмы, четкой какой-то своей принципиальной позиции, и в любой момент готов ее поменять, просто предложить ему какой-нибудь министерский пост и так далее. Ну, короче, человек флюгер такой. И таких политиков очень много, потому что только такие в основном и находятся вокруг. Правда, принципиальные либо погибают в тюрьмах, погибают от пули противников, либо добиваются больших высот, как та же, например, Маргарет Тэтчер, которая была тоже очень принципиальная была женщина, политик. Вот такие вот вещи. Поэтому мы не можем сказать, друзья, что однозначно АФД там какое-то там абсолютное зло. Да, если бы они бы поддерживали абсолютно там, Россию, там тоже есть, которые поддерживают, но есть силы, которые и против того, чтобы вот так заигрывать с Россией, против того, чтобы разделить Германию на две части, на восточную и западную, как раньше это было. И я думаю, идет такая очень сложная, многоходовая игра. Российские силы пытаются удержаться, российские силы пытаются, играя на чувствах людей, конечно же, все вот эти, то, что я перечислил, там, исламофобия, антимигрантские вот эти вещи, ксенофобия, антисемитизм. Вот на этих чувствах играя, идет такая вот сложная, трудная борьба. И если сейчас Россия проведет несколько терактов под видом исламистов, да, какие-нибудь афганцы, чеченцы, там, кто угодно, оболваненные российской пропагандой, подготовленные, проведут какие-нибудь страшные, какие-нибудь такие резонанс Россия умеет делать. Даже если будет несколько жертв, можно большой резонанс попробовать сделать. Если произойдут вот эти теракты, то люди просто выйдут и начнут всех подряд громить, как громили раньше. Тоже это в истории уже было. И знаете, рецидив, он имеется всегда. Можно сказать всегда. Это нужно все прекрасно понимать. Поэтому если... скорее всего, к этому все и идет. Россия готовится нанести мощную атаку по Германии. И если произойдут мощные атаки, имеются террористические акты под фальшивым флагом вот этих радикальных исламистов, и тогда в таком случае получится, что народ просто будет неуправляем. И АФД в этом смысле может стать вот именно тем, кто может направлять или как-то контролировать вот эти вспышки. И та же Алиса Вайдель может быть одной из тех, кто не такой уж и враг она может оказаться для всех. Для Германии имеется в виду в первую очередь, чтобы Германия не была разломана, разделена. А работа в этом направлении ведется. И очень мощная велась все это время. Я об этом давно предупреждал, писал, говорил об этом. Но сейчас за это уже взялись, давно уже взялись, занимаются этим. И ко всем приходит осознание того, что да, вполне возможно, что Россия может начать здесь свои вот эти... Вернее, она уже давно их ведет, начнет дальше активно этим заниматься. И несмотря на то, что нам не нравятся вот эти антисемитские, исламофобские, антимигрантские, то есть вот эти, ненависть и ксенофобия, это просто
чудовищное зло, которое никто из адекватных, здоровых людей не может никак принимать. Мы должны понимать, что не все так линейно и однозначно. Мы должны относиться к этому более с глубинным подходом, если так можно сказать. А зачем АФД разделять Deutschland? Ну, Бавонетка, не АФД разделяет Deutschland, а Россия пытается. А в АФД есть люди, им же не говорят, что мы будем делить. Понимаете? Просто одна группа людей поддерживает, например, антимиграционные, антисемитские, исламофобские вещи, и это находит отклик в сердцах немцев. И одновременно с этим вброс делается, мы же все для Германии, да, как Трамп говорит, Америка прежде всего, Германия прежде всего. Если он такое говорит, например, политик, и немец, который его слушает, он говорит, ну а почему мы должны отказываться от Северного потока, от российского газа? А зачем мы должны поддерживать Украину? Зачем нам это нужно? Да, ну и для простого немца из рабочего класса это очень даже понятно. Нам деньги нужны, нам помощь, нам мигранты, которые занимают рабочие места, хотя мигранты занимают, я вам скажу, не самые высокооплачиваемые места, а наоборот, мигранты занимаются самой низкоквалифицированной и такой не очень высокооплачиваемой работой. Ну и вообще не нравится просто. Есть у людей такой вот менталитет. Другие не нравятся. В каждом народе, у каждой нации такие вещи есть. И у кого-то больше, у кого-то меньше. Отклики в сердцах найдутся. И вот играя на чувствах вот этих, добавляется туда еще пророссийский нарратив. Ну и вы его принимаете. А почему нет? А что Россия плохого сделала? Например, немец с Восточной Германии задает вопрос. Жили когда при ГДР, жили очень хорошо, очень неплохо жили. А сейчас они как бы себя чувствуют в какой-то степени как бы менее интегрированными в немецкое общество. И есть даже по опросам, есть такое мнение, что вот это ГДР, вот такой отпечаток от советского прошлого остался, что вот они меньше хотят работать, меньше там им уделяют внимание, чем, например, Западной Германии, той же Баварии, которая там очень богатая всегда, очень там такая крутая и так далее. И, ну, есть такие моменты. Не все так однозначно и идеально, как хотелось бы нам всем видеть. Ну, вот такая вот ситуация. И когда выделяются деньги, когда много агентуры на это запускает свои щупальцы, ведется работа, то такие вот вещи появляются. И им не говорят, что мы разделим. Нет, ни в коем случае. Зачем делить? Просто вся Германия будет пророссийской, например, антимигрантской, и исламофобской, антисемитской. А что такого? Ну, нормально. Например, да, для простого рабочего человека, да, это очень даже нормально и понятно. Почему нет-то? Вот так это как-то представляется. А не так, что вот мы разделим Германию, мы там и так далее. А руководители, которые идут, они за деньги, за власть бьются, занимаются политической своей работой. Вот как-то так. Так, я тут уберу вот этих спамщиков. Сейчас я почитаю еще ваши комментарии. Поддержка вам. Спасибо, спасибо. Спасибо. Там и русских задержат. Так, в Нью-Йорке. Так, Германию. Русские виноваты.
Да, Евгений Лукин, еврей, ну, тут пишет нехорошее слово, не буду его читать, Германию типа проигрывают, и русские виноваты. Абсолютно, Евгений, так. Вы, русские, которые претендуют на то, чтобы вернуться к Потсдамским соглашениям, Потсдамской конференции, которая поделила, юридически поделила Германию на две части. Вы, ваши спецслужбы и ваша великодержавная шовинистическая такая идея вернуть былое величие не только СССР, а старой Российской империи, вы хотите разделить Германию. Да, абсолютно точно. Германия является ближайшим и очень надежным, очень нужным, очень важным партнером и союзником Соединенных Штатов Америки. И вы делаете все возможное, чтобы ослабить союзника и разделить. Вернуться к тем временам, когда Германия была разделена на две части. Трамп отозвал все визы всех афганцев. Ну, я не считаю, что, конечно, это правильно, с одной стороны. Ну, ни с какой стороны, как правозащитник, я это принять не могу, ни при каких обстоятельствах. И я полагаю, что сейчас по афганцам пройдутся и здесь, в Германии. И я думаю, не только по афганцам. Знаете, очень часто, когда вот какой-то народ начинает так резко светиться в разных терактах там и так далее, у меня возникают вопросы по этой ситуации. Почему именно афганцы, а кому это нужно, зачем это делается? Но это происходит. Я думаю, нам, чеченцам, не нужно, как мой брат Эд постоянно нам советует в своих комментариях во время стрима, нам, чеченцам, ни в коем случае не нужно никуда лезть, никакие там вот эти, то, что там антисемитские, исламофобские, вот эти все вещи, которые говорят, это инструмент для манипуляции. Понимаете, нам не нужно в этом участвовать, если там что-то про мусульман говорят там и так далее. И говорят конкретно, вот вас, чеченцев, будут, типа, тогда будем реагировать. А так это большая игра такая идет. Мы это должны понять и не дать себя втянуть в это. Здесь очень много людей, которые должны вернуться в свою страну. Это преступников, которые совершают преступления. И нам, чеченцам, нужно, проживающим в Германии, нужно сделать так, чтобы все возможное, чтобы не дестабилизировать обстановку, не участвовать. Хотя будут всякие вот эти раз. Помните, когда в Израиле началось 7 октября 23 года, все вот эти спящие вот эти здесь ячейки поднялись ичкерийскими флагами, которых никогда мы нигде не видели, поднялись и пошли поддерживать Free Palestine там и так далее, и так далее. И их много было. Сейчас позатыкались они, их всех сейчас депортируют, выкидывают отсюда. Многих вы уже в ТикТок не видите, вот этих всех, вот этих Free Palestine, Palestine там и так далее. Потому что это просто одноразовый материал, который российские спецслужбы запускают, и они эти вещи ну, реализуют. Им говорят, вот давай выходи на митинг, поддерживай и так далее, и так далее. И потом у них у всех возникли проблемы. Но ФСБ на них плевать, возникнут у них или нет. Это одноразовый материал, который должен был быть запущен. Тогда нужно было раскачать ситуацию против евреев, против европейских стран, в том числе Германии. Но, слава богу, у них ничего не получилось. Ну, что-то получилось, да, нужно признать. Кому-то они мозги успели там где-то прокомпасировать, но изменить ситуацию, самое главное, у них это не удалось. Значит, победили мы, победили здравые силы, понимаете? И сейчас нам, чеченцам, ни против АФД, ни за АФД не нужно нигде участвовать. И если кто-то использует нарративы там исламофобские, антимигрантские, нас есть, это будет касаться, да, будем реагировать. А так, нам нужно просто не участвовать в этом и не дать себя втянуть чеченцев.
а именно чеченоязычные, как полезные идиоты, так и агенты будут задействованы. Ну, многих сейчас агентов выявляется. Но все равно, как грибы какие-то там появляются, ты вроде бы знаешь людей, что это, ну, скорее всего, это не агент. Но ну, тебе не подходят и говорят, мы там КГБ, там туда-сюда, СССР, давай ты будешь служить на нас. Так не говорят. Это друг бывает, знакомый бывает, какой-то там этот родственник дальний или близкий, который говорит, вот денег можешь заработать, это надо сделать, блог открой, веди там стримы. И вот таким вот образом вот эти люди тут опять там где-то начинают появляться. И ему кажется, что я такого делаю? Просто деньги зарабатываю. Ну, немножко известным становлюсь. Это же хорошо, там, это же круто и так далее. А по факту это просто материал, который используют враги, самые наши кровавые убийцы, которые используют этих людей. Вот такие вот вещи происходят. И это будет, скорее всего, и поэтому мы должны быть готовы к этому и не дать себя втянуть. Ни при каких обстоятельствах, никак. Понимаете? Никак. Не участвуйте вот в этих всех группах, там вот эти религиозные, сидят какие-то люди, вот с такими бородами. Вот у них бороды до пупка. И вот отращиваешь бороду, такой внешний вид такого супер набожного человека, да, ну, да, ты верующий человек, там, борода должна быть у верующего, там, у Иисуса Христа, а у Моисея она была, у Мухаммада, мир им всем, у них бороды были, это там Богом избранные люди, там, все это понятно. Ну, хотя бы выучите свою религию, раз вы открыто сидите, рассказываете об этой религии, о чем-то говорите. Ну, выучите, потратьте 5 лет, 10 лет своей жизни. Если вы просто вот садитесь и рассказываете. Я просто слов не нахожу. Как это вообще возможно? Вот такими бородами сидят там, на голове вот здесь пятно, что он молился, а сам своей религии не знает. То есть на русском вот то, что ему там кто-то там рассказывает, нахватались поверхностно вот так. И это самое страшное, когда он поверхностно нахватался. Самое интересное, самое важное в этой ситуации, на русском языке от русской пропаганды этого нахватываются. Понимаете? И вот это нам потом распространяет. Ну это просто невероятно. Ну как это так можно? Если ты там бороду отпустил, все, ты уже там, я посвятил себя Богу, все, тебе это мирское ничего не интересно. Но выучи свою религию тогда, хотя бы, знай, о чем говорят. Арабский выучи, прочитай Коран на арабском. И там, 5-10 лет хотя бы посвяти этому. А не брошюрки, которые тебе в интернете кто-то подкидывает, или видеоролики. Там, это делать нельзя, правой рукой есть нельзя, левой это не делай, там, это не вставай, это не делай. Просто... И ты даже не объяснишь некоторым из них. Они просто, у него не работает приемник просто напрочь. Вот закрыто все просто. Но эти люди уедут, да, уедут к себе на Россию. Они будут использованы как инструмент. Понимаете? И мы, чеченцы, должны сделать так, чтобы нас не использовали. У нас еще предстоит 26-й год. Это, мне кажется, будет самый такой год потрясений. И в Украине, и тут в Европе. Мы стоим на пороге вот глобальных, да, глобальных, я думаю, потрясений. Это будет очень интересно и очень захватывающе. Я думаю, к 27-му, может быть, к 28-му году все более-менее нормализуется. Посмотрим. Хотя может продолжаться и 20 лет это все еще. Понимаете? Походу нас ждет война в 26-м. Да, саботаж. Я думаю, будет только эскалация. Да, антинегатив. Вводят в заблуждение. Абсолютно верно. Скорее всего, в Европе как таковой я не думаю, что может будет там. Хотя да, исключать нельзя. В Европе она сейчас идет. Украина это Европа. Одна из самых больших стран Европы. Самая большая страна Европы. Но вот в Евросоюзе, не знаю, осмелится ли прямо напасть Россия. Но вот теракты и вот эти информационные провокации, это нас всех ждет, я думаю, массово просто. Массово.
Так, Асан, как ты думаешь, а через Украину проходит газ из фашистской Российской Федерации в Европу? Хитрый вопрос это. Я думаю, проходит это. Я думаю, проходит, и Украине действует КГБ. КГБ Украине действует. Как бы мы ни поддерживали Украину, Украина не сможет выстоять, пока вот это КГБ бьет себя в грудь, принимает Закаева, там с ним разговаривает. Вот эта часть Украины. Я, конечно, не про всю Украину. Вы все знаете, как я поддерживаю Украину, как я уважаю, горжусь теми воинами, которые защищают нас всех. Но вот КГБ не дает победить, добиться того, что следовало бы уже добиться. Салам алейкум, уважаемый ведущий. Валейк салам, Азиз. Валейкум салам. Я просто не понимаю, после всего, что случилось у них в 20 веке, неужели они могут поддерживать фашизм, расизм? У меня в голове не укладывается, если честно. Нет, знаете, а, знаете, того фашизма, как вот в том смысле, который тогда был, его здесь нет. Да, немцы очень толерантные, очень добрые люди сами по себе. Но все проблемы, которые навалились, и которые постоянно подпитываются и пропагандой, и некоторыми горячими головами, они присутствуют, они есть, и у людей складывается, вот если у тебя проблемы, ну кто-то же в этом виноват, да, не потому что ты там что-то не доучился, не доработал, а значит кто-то виноват. Это очень удобно. А если вам это подсказывают, и вот это все к этому ведется. Но так большинство немцев, они против вот этого нацизма, фашизма и так далее. Да, есть некоторые вещи, которые объективны, и в этом они правы. Да, и Германия не может всегда чувствовать вину перед всем миром за то, что сделали когда-то. Да, это тоже накладывает отпечаток на людей в какой-то степени. Да. Почему я должен себя ощущать, если я своего деда или уже прадеда даже знать не знал? Понимаете? Наоборот, тех, кто были вот этих нацистских, например, та же Алиса Вайдель, ее дедушка был в Польше судьей, военным судьей, как утверждает интернет. И хотя она, говорит, с ним они не общались, там у них не было никакой связи, их семья была изгнана из Польши после того, как нацистский режим пал. И те, у кого были корни, связанные с нацистами, они наоборот считают себя виноватыми больше. А те, кто не был никак связан, а их подавляющее большинство, часть из них считает, а почему мы должны нести ответственность? Вот эти вещи, они постоянно мусолятся. И не говорить об этом тоже неправильно. Это большая болезненная проблема для немцев самих. Но при всем при этом нету здесь такого нацизма, фашизма. Вот я жил в России, в Москве я жил огромное много-много лет. Я вам скажу, что ну, я отлично говорю относительно на русском языке. Так вот, я на немецком, я говорю, ну просто, я не знаю, самый вот свеже приехавший таджик в Москве говорит на русском языке лучше, чем я говорю на немецком. Я еле-еле здесь общаюсь с людьми. Так вот, они переживают, что я не могу слова сказать. Вот когда я слова не могу найти там, они ждут, пока я там переводчик залезу. Это такое терпение, это же, и я им никто, понимаете? Иди, чурка, отсюда, можно мне сказать. Как бы в России мне сказали. И я это чувствую, потому что я это вижу, как было там, и человек, который говорит на русском языке, там нормально себя веду, там, никого не притесняю, не плююсь там на улице. Поэтому здесь абсолютно немцы это очень цивилизованный, очень такой продвинутый народ. Но какие-то силы, они есть. Внутри общества ну, надоедают, иммигранты надоедают и ведут себя, скажу честно, не очень толерантно некоторые. А люди, которые исповедуют ислам, большинство это нормальные люди, но есть люди, которые, ну, просто
ведут себя как самые настоящие фашисты. Я по-другому назвать не могу. Понимаете? И здесь тоже тонкая грань, чтобы как-то не пошло притеснение всех под гребенку, как говорится, лес рубят, щепки летят. Но я вам скажу, что здесь просто самые настоящие фашисты. Люди, которые исповедуют радикальную форму ислама. А как к ним относиться? Понимаете? Я чеченец, я мусульманин. Я всегда защищал чеченцев, мусульман, которых притесняли на фашистской России. Так вот, я вам скажу, что мне это непонятно. Я не могу достучаться до этих людей, я не могу им объяснить. Они меня считают фашистом, врагом и все, и так далее. А каково это тогда немцу? Скажите, простите, пожалуйста, как ему должно быть? Которому вообще это чуждо и вообще страшно и непонятно все. Мне, которому все не страшно, не чуждо, я не могу до них достучаться. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Так, давайте посмотрим дальше. Уже подтягивают войска к границам Европы европейцы. Да, совершенно верно, Азизов. Абсолютно так. Войска, сейчас Германия выделяет колоссальные деньги на то, чтобы восстанавливать мосты, потому что они находятся не все в хорошем состоянии. Дороги, казармы, но жилье для военнослужащих. Короче, там десятки, сотни миллиардов, какие-то баснословные деньги, сейчас я не помню точно, выделяются на то, чтобы можно было быстро перебрасывать войска к границам, восточным границам Европы. И я думаю, что угроза есть, конечно, полностью исключать нельзя. Но, знаете, мне казалось то, что нападение на Украину не произойдет, потому что, это нелогично было, мне казалось. Как, это ж самоубийство. Но то, что самоубийство для России, это не значит, что это не нужно ФСБ и Путину. Нужно. Поэтому и сейчас, мне кажется, глупо нападать на Европу, на НАТО. Но это не исключено. Азизов, брат, помнишь слова покойного Джохара Дудаева? Мир столкнется очень страшным и грязной силой. Будет очень тяжело, пока дышит Кремль. Да, Дудаев об этом много по-разному говорил. Да. В недавнем прошлом немецкие танки посетили Курскую область России. Как думаете, можно ли это рассматривать как приглашение российским танкам на ответный визит? Лука, немецкие танки, как и немецкие автомобили, продаются и отдаются и Украине, немецкие автомашины, и России. Если бы вы посмели бы, вы бы давно приехали сюда на танках. Вам здесь нужна поддержка. Здесь нужна, в Германии вам нужна поддержка. И если эта поддержка у вас появится, да, тогда вы приедете сюда. А так, вы фашистская страна.
самая имперская фашистская страна с руководством фашистское. Не все русские фашисты, но страна фашистская. Поэтому попробуйте, попробуйте. Посмотрим, что у вас получится. Я всегда говорил и буду говорить, надо заниматься развитием себя и заботиться о своей семье. Если человек хочет углубиться в религию, для этого есть Коран. И там все есть ответы на все вопросы. Да, все есть на все вопросы. Абсолютно верно, Эд. Абсолютно так. Ты всегда об этом писал, говорил. И именно так и должно быть. Не дайте себя использовать. Не дайте себя. И не только это касается ислама, это касается и иудаизма, и христианства. Это все очень хорошо манипулируется через религию. Каждый должен сам подойти к изучению своей религии и так. Почему ты про всех русских говоришь, всех русских так говоришь, брат? Ну вот я русский, живу в Германии, выступаю против войны и режима. Не надо всех смешивать. XBet, Манки, ну, я так полагаю, это у тебя, даже исходя XBet, Манки, у тебя этот, интересно, конечно, у тебя. Ник. Я хочу сказать, что я не говорю про всех русских в Германии. Не говорю про всех русских в Германии. И не могу так сказать. Потому что здесь есть разные русские, абсолютно так. Я имею в виду по большей части Германии. Россиян, русскоязычных, которые душой и телом болеют до сих пор за Россию. Да, именно так. Но про всех я не говорил и не скажу никогда. Слава Республике Ичкерия, героям слава. Германия хорошая страна, говорит Асламбек Тутаев. Абсолютно так. Германия великая страна, хорошая страна, 100%. Но вот ситуация вот такая вот разворачивается. И я хотел бы предупредить всех, мы все должны, во-первых, пресекать вот эти все проявления там разного исламизма, который нам здесь пытаются навязать. И эта работа ведется очень сильно, и она будет продолжена, эта работа. И мы все, кстати говоря, наш канал уже который день снова подвергается атаке. Наш YouTube канал подвергается атаке постоянно просто. И это, знаете, очень бывает заметно, когда происходит после стрима, когда я не могу войти, вы тоже, наверное, обратили внимание, вы не можете войти на наш YouTube стрим после стрима. То есть, когда идет стрим, нас видно на территории России, нас смотрят на территории России. После того, как стрим заканчивается, найти стрим невозможно, потому что идет там, загрузка, все время какая-то загрузка, зависает вот, все время. Я не могу даже там сменить картинку, превью, как обычно я делаю, не меняется она, потому что вот какой-то там зависон идет. И несколько часов там, до следующего утра, иногда бывает, или до следующего дня, на территории России даже найти, увидеть нельзя. Это. Даже здесь, в Германии, я не могу. Вот на своем телефоне нажимаю и не могу открыть это видео. Приходится по ссылке заходить. Если нахожу ссылку, то по ссылке я могу зайти. А так зайти и увидеть невозможно. Вот такая вот
ведется. Аслан Момент, пожалуйста, вот этого Мусафира тоже убери отсюда. Может его забанить? На, вот, Башкал, Дересор. В 2016 году мы тоже думали, что Россия не нападет, но он напал. Так что я думаю, Трамп подталкивает Путина, чтобы он напал на Европу. Нет, во-первых, о каком 2016 году ты говоришь? На кого в 2016 году напала Россия? На Украину она напала в 2014, на Сирию она напала в 2011. Ну, точнее, в Сирии она помогла спровоцировать. Точнее, позже она вошла в Сирию. Трамп не подталкивает. Я не думаю. Америка очень заинтересована, чтобы Германия осталась сильной и не пророссийской. Это исключено. Трамп не является агентом Путина, России и так далее. Это тоже абсолютно исключено. Трамп делает свою работу и занимается чисто американскими делами. Да, мне тоже не нравятся некоторые вещи, вот это куначество, там, какое-то там зарабатывание, да, это сейчас уже при Трампе уже как будто даже это уже и, ну, как бы, как будто это уже законно. Нет, это незаконно, так не должно быть. Если ты пришел в политику, ты должен служить народу, а не пристраивать своих родственников, где-то там какие-то деньги зарабатывать. Но нужно понимать, что Трамп был не бедным человеком, когда приходил к власти. Но как-то вот эти вещи нужно очень аккуратно делать. Мы тогда думали, что не нападет, но 24-го напало. Ну да, в 22 году, 24 февраля, да, тогда напало. Я тогда думал, что все-таки не осмелится. Я думал, ну просто это самоубийство. Но для Путина это единственный, для ФСБ это единственный способ выживания. Единственный способ выживания. Поэтому вот так это все. Так что вот такие вот дела, друзья.
Так, давайте. Асан, как обычно, очень хороший, полезный стрим. Баркал тебе за твой рост. Спасибо, Эд, большое. Спасибо большое. Спасибо. Азиз, ты очень сильно ошибаешься, говоря о Трампе такое. Очень сильно. Трамп никогда не будет агентом фашистской Русни, понимаешь? Это исключено просто по определению. Вы ошибаетесь. Очень сильно. Я вот хотел еще что сказать по поводу Валерий Залужный допустил мир в Украине без полной победы над Россией. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе, распаду Российской империи, но не можем исключать вариант долгосрочного на годы прекращения войны, потому что это слишком распространенная история войн способов завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан, написал посол Украины в Великобритании в колонке для издания «Лига». Бывший главнокомандующий ВСУ считает, что окончание Второй мировой войны – редкое исключение, так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другие варианты, отметил Залужный. Я не знаю конкретно, что имеет в виду Залужный под этим всем. Ну, я считаю, что если Россия остановится и будет накапливать силы, это будет еще хуже. Вместо того, чтобы заключать вот этот сейчас мир, было бы правильнее, мне кажется, чтобы вся Европа включилась в эту борьбу и на полном серьезе включилась. Это было бы, конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Хай, Алекс, Берлинер, да. Мне тут одно видео, там я увидел одно видео, где Подоляк рассказывает о том, что нам, кстати, во время надо было извиниться перед Чечней, почему не поддержали в 90-е, когда мы же не поддержали. Если мы сейчас смотрим на Европу, почему нас до конца не поддерживают? Я хочу, чтобы мы вспомнили свой опыт, говорит Подоляк, мы должны сказать им извините, потому что мы тогда поддерживали и так далее. И знаете, это такое лицемерие у от Подоляка. Рядом сидит Ахмед Закаев. Прекрасно Подоляк знает, кто такой Ахмед Закаев, зачем они это делают. И такой уровень лицемерия, такого просто запредельный просто. Невероятно. Очень жаль, конечно. Сейчас весь мир должен пойти против РФ. Да, антинегатив. Я думаю, да. Надо всем объединяться и идти на помощь Украине. Всем, просто всем. Не чуть-чуть, не порциями. Все, что есть, нужно бросить на помощь Украине. Абсолютно точно. Абсолютно. Абсолютно.
Как-то так, друзья. Хорошо. Думаю, на этом я свой стрим. Аслан, не включится Европа в эту борьбу. Ну, возможно, не включится, но хотелось бы, чтобы включилась, имеется в виду в военном смысле. А так, она уже включилась, помогает. И на этом спасибо, конечно же, это очень важно. Но хотелось бы, чтобы все... Если бы Трампусик был агентом, то демократы разнесли бы еще в первую каденцию, вернее, до выборов первой каденции, говорит Баванятка. Абсолютно так. Более того, американские спецслужбы просто не допустили бы агента иностранного государства управлять. Это просто исключено. Я в это не верю просто, не могу это допустить. Подоляк таким образом намекает на лицемерие Европы. Ну да, Викинг, здесь я с тобой соглашусь. Да, 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 да. Да, самое главное, что сам Подоляк, он таким образом еще извинился. Подоляк ведь это пропагандист, еще при Януковиче он был. Как нас обливали грязью, в том числе в СМИ Украины, тогда еще было всем известно. Да, были, конечно, за нас люди, но вот такие подоляки вели эту работу. А сейчас то, что они вот за Каевом заигрывают, ведут, это же все звенья одной цепи. Понимаете? Ну, очень странно. Подоляк это говорит украинцам. Вот видите, они чеченцев бросили. И так и вас бросят. Ну, может быть и так. Может быть и так. Может быть и так. Баркалама Хуна Дересхоль, антинегатив. И Хуна Дересхоль. И вам большое спасибо, антинегатив. Спасибо всем. Друзья, всем спасибо. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Ам Израиль Хай. God bless the United States of America and Germany. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюль Маш Ойль.